день нашего путешествия. Сегодня 23 июня. Сейчас 7 часов утра. Нам немного удалось поспать после вчерашнего тяжелого завершения вечера. Часа в 3 мы легли спать. Вот сейчас в 7 часов встали. Погодка, смотрю, так не очень облачно. И мы выехали в сторону Читы. Дубль 2 снимаю вам эту дорогу, которая пылится вот там среди леса. И мы едем туда. Что это? У кого-то Колеса разлетелись. кошмар. Я говорю, после этой дороги там вообще... Какой кошмар. Граница Якутии и Амурской области. Все, мы в Амурке. Да, мы решили там не останавливаться. Обиделись мы на ихнюю дорогу. Да ничего, не обиделись, нормально все. Не обиделись? Нас не сломаешь. Все оперативно разрулили, даже поспать успели, прикинь. Да-да, сейчас по нормальной дороге поедем, а потом опять будет же плохая дорога, да? Потом еще нам сказали, что перед Читой там тоже плохая дорога. Ну там, в принципе, она и была плохая, но сейчас ее ремонтируют, видимо, засыпали тоже чем-то непонятным. Ну, мы едем до Тынды пока что. Тыгдынды. Снимать бы сейчас эти красоты, но с нашими грязными стеклами. Вообще не вариант. Все в такой дымке стоит красиво. Вот мусор. Хоп. А люди вон бросают везде, засранцы. Неужели так трудно взять в помойку, выкинуть? Вот до Тынды нам осталось 75 километров, судя по указателю. Пока мы едем по ровной дороге, можем рассказать о нашем вчерашнем приключении. Было великолепно. Было феерично. Веселый тамада и конкурс хороший. Да. На самом деле ехали по плохой дороге со скоростью 50 километров в час. Видимо, недавно прошел грейдер. Поднял все булыжники, зачистил их. И впереди нас, пыль, ничего не видно. Вот и левой стороной налетели на камень. Сразу двумя колесами, передним и задним. Просто я увидел уже в последний момент, а мотать рулем как-то не стал. Поэтому, две покрышки выбросили, диски, слава богу, выдержали, все нормально, отбалансировались, все вышли по нулям, так что не кривые, ничего. Да, скол на них появился на бортиках, но это когда домой уже приеду, прокатаю их, да наварю, сделаю, как новенькие будут. Спасибо большое всем, кто нам помогал. Позвонили в первую очередь, естественно, сыну младшему. Потому что он очень хорошо шарит в интернете, может там найти все, что даже очень хорошо спрятано. Да. Он даже нашел человека. Мы, получается, пробили эти колеса ровно посередине между Тындой и Нерюнгри. Туда 103, да, километра? 106 километров. И туда 106 километров. Как нам сказали. Потом уже. И мы, получается, стояли ровно посередине, стали обзванивать все шиномонтажки в Тынде. Куда дозванивались, ребята говорили, что если даже кто-то и поехал бы на выезд, сегодня суббота, завтра воскресенье, до понедельника вообще не вариант. Звоните друзьям. Где найти эти два колеса? Ну ладно, один банан есть, а второго-то нету. Машины все, которые проезжали, у них колеса совсем другие. Мы даже не понимали вообще, куда мы поедем. В Тынду или в Нерюнгри. Я почему-то думал, в Тынду все-таки как бы ближе к Амурской области, развито должно быть вот это вот транспортный бизнес, колеса.
там уже с такой дорогой. А фиг там, он остановился парень на КамАЗе. Тоже, говорит, мучился весь день с колесами, попробивал. Только руки, говорит, как у обезьяны оттянутые. И, говорит, в Тынде вы, говорит, ничего не найдете. Лучше возвращайтесь в Нерюнгри, вам, говорит, будет проще найти в Нюрке. Все. В Тынде даже не нашли по интернету ничего. Тем более такого размера колеса 18 радиуса. У нас были варианты, что сын отправит из Якутска на такси, но как бы это... Сегодня день бы потеряли. Да, полностью. потеряли бы полностью, если даже не больше. Вот. Спасибо в первую очередь, наверное, моему заместителю начальника, да, отряда нашего, 5-го отряда якутского, Владимиру Васильевичу. Я почему-то в первую очередь вспомнила о нем, думаю, они же начальниками отрядов встречаются, у них там какие-то осенью встречи начальников отряда есть. Корпоративчики. Корпоративчики. Вот. Я позвонила ему, спросила, есть ли у него знакомые в пожарке, может быть, в Тынде. Естественно, он говорит, в Тынде нет, потому что это Амурская область. В Нерюнгри, говорит, ну, что случилось, я ему объяснила ситуацию, что ну, хотя бы кто-то привез нам какие-то колеса запасные, чтобы мы могли куда-то добраться. Все, он позвонил временно исполняющему обязанности заместителя начальника Нерюнгринского отряда. Человек перезвонил сам, выслушал нас, нашел колеса, съездил их, проверил, подкачал, по-моему, он даже сказал, да, заказал такси. Это такси, считай, за 100 километров к нам приехало, и потом еще обратно уехала. Всего лишь 5000. В сравнении с тем, что из города в Кангалас, из Якутска в Кангаласу уехать 6 просят, блин. Вот. Спасибо вот этому человеку, Артему. Отчество я забыла его. Он с таксистом передал нам эти 2 колеса. Таксист приехал. Шераф, по-моему, мужчина приехал. Выгрузил нам эти колеса. Помог еще поменять. Забирал у меня баллонник, говорит, да, я сам. Да, говорит, давай я сам, ты устал тут, ага. Молодец такой. Я нашел, только что выбросили объявление, продают такой же размер резины в Нерюнгри. Человек продал машину, а резина лежит на балконе. Ага. Резина новая. Вот. Я на Авито не зарегистрированный был, попросил сына, он созвонился там с ним, договорились, все, забрали эту И резину. все, и получается, вот этого таксиста попросили, он поехал туда по адресу. Мы перевели деньги этому человеку за резину. Таксист поехал, забрал эту резину. Причем он от нас уехал и нам перезвонил через некоторое время, потому что в Нерюнгри шиномонтажек тоже нет, которые работают круглосуточно. А если написано, что работает круглосуточно, то там нет телефона, либо этот телефон не отвечает. Вообще какие-то странности. Я говорю, ну тут федеральная трасса, то есть, столько всяких... Да, столько всего, ни автомоек у них, ни шиномонтажек нету. Нет, остановилась машина еще, которая занимается спасанием на трассе, эвакуатор частичной погрузки. И сам едет на буксире, и у него еще буксир, потому что он говорит, я, говорит, задолбался с этого участка сегодня, говорит, 4-й раз, да, он сказал? Да. Говорит, сегодня, говорит, вы здесь, говорит, аншлаг. Поэтому это вот единственный, который был, я даже номер его не знаю, ничего, но он сам остановился, хотя он там сам едет на прицепе и везет, и спросил, чем помочь, спросил, и все. Как, да. Останавливались в основном все, вот, кто на трассе живет, работает, это вот дальнобойщики, кто часто мотается по трассе. А вот такие вот, как я их называю, пионеры, которые пролетели, останавливались большие машины, а легковушки мимо пролетали, даже не притормаживая, пыль поднимали, видят, что люди стоят, один стоит, я стояла в красной футболке, как знак. Второй лежит, такая пылища страшная, мы там этой пыли наглотались.
У нас на зубах скрипело. Ну ты притормози чуть-чуть, там нету, блин, ни подъема, ни спуска, чтобы там какие-то проблемы были. Просто помедленнее езжай. Не, они летят бесполезно, клубы эти Культуры поднимают. вождения, блин, нет. Я Вообще говорю, странный перегонщики, которые постоянно мотаются по трассам, они знают, что это такое стоять на дороге. Не раз бывали в таких ситуациях, понимают. А вот те, кто первый раз выехал, я все могу, я все умею, блин, и не знают правила. Поэтому, да, блин, люди, если вы встретили кого-то в пути, просто элементарно остановитесь, спросите, вам нужна помощь или нет. Ну, это, в принципе, так же, как и на реке, да, тогда, когда друзья сломались, а все мимо проплывали и махали им, типа, приветствовали. И никто не додумался подъехать и спросить. Ну ладно, мы не об этом. В общем, таксист поехал, забрал эти колеса, а он нам, когда от нас отъехал, минут через 10 перезвонил. Благо мы еще встали там, где была связь и интернет. Ровно да? этот кусочек, да. И там... Я у него спросил круглосуточный шиномонтажи, он сказал, я не знаю, сейчас ребятам позвоню, уточню, и вам перезвоню. Вот он перезвонил. Перезвонил, говорит, нашел круглосуточный шиномонтаж с балансировкой, со всеми делами. Но, говорит, в Чульмане. На дому. Вы, говорит, давайте езжайте туда, когда сейчас поедете. А я, говорит, заберу ваши колеса и привезу туда. То есть, блин, вообще человек от всей души. Время, блин, во сколько? В 10:30 мы с этого места выехали. Да. Вечера. И все, и мы приехали в Чульман, и он следом за нами приехал, привез нам эту резину. Там парень тоже, получается, он говорит, ну я как бы круглосуточно не работаю. Я это вообще его мне... как хобби. Да, говорит, Ну, мне утром вообще на работу, ну просто вот знакомый позвонил, сказал, что вот так-то и так-то. Он не ложился спать, дождался нас. Дождался, да. Все сделал как положено. И взял с нас 800 рублей. Ну, мы, конечно, побольше заплатили. Но вообще странно так. Вообще такие люди все добрые от души. Таксисту мы тоже как бы заплатили за услугу 2000, да? Наши бы там, наверное, содрали таксисты, мама, не горюй, сколько. Поэтому, ну, классные люди нам попались, потому что, наверное, мы сами такие классные, да? Угу. Материться же нельзя, да? Какие мы, я хотел сказать. Офигенные. Ну, почти. Вот. Самое главное, что живые диски. Все остальное, потому что я уже прокручивал, где я буду брать эти диски, как я до Читы доеду, как в Невере посмотреть. Потому что обламывать отпуск долгожданный тоже было как-то не вариант. И все равно вы заменил. Потом как отправить эти оставшиеся 2 целых диска, хоть как-то там, ну, мыслей было куча, но все обошлось. Да. Поэтому всем спасибо, кто нам помогал. Все-таки хороших людей больше, чем плохих. Конечно. Ну все, мы вот едем сейчас до Тынды. Там покушаем вкусно. Покушаем. Они в Вкусно. 9 часов открываются. Да. Время 9 как раз почти. И там наконец-то кофе попьем вкусно. На заправке. Ну, возможно. В прошлый раз на заправке, блин, не было человека, который кофе продает. А здесь, на этой опте, автомат разобранный. Так, Да, и в Нерюнгре мы, получается, 2 раза за сутки заправлялись. ну, по 20. То есть еще Антон молодец такой сказал, ну, нам как бы до Тынды бензина хватит, просто, говорит, заправлюсь. Да нам бы так и так его Ну, нам бы, но да, всё равно. хватило, За бензин просто уже точно не переживали. Считаем, мы возвращались туда-обратно. Потом вот с шиномонтажки мы в 2 часа ночи выехали, доехали до стоянки, легли, поспали, что с 3 до 7, да. Все, сейчас проехали эту кусок плохой дороги, приняли водные процедуры, прибрались маленечко и поехали. Так что счастливого нам пути, ни гвоздя, ни жезла. Мне так понравилось это. Я как бы слышала, конечно, это выражение, но когда вчера парень, этот шиномонтажник Володя сказал,
Я теперь вот ни гвоздя, ни Ну жезла. да, шиномонтажника это слышит как-то, да, нет. Это то же самое, чтоб я всю жизнь без денег был. Да. Так что вот так вот. Все, едем дальше. Бабочки появились опять. Это что ж такое-то? Проснулись они в 9 часов. С того рота в радиаторе халявно едет. Сушеный. Тут тоже, конечно, дорога вообще таз. Тут еще хлеще, чем в Якутии. Москва вообще не делает дороги. Наши дорожники там стригут траву, моют ограждения, там гудроном трещинки заливают. А тут похер, насрали этим асфальтом 50 лет назад. Нормально. Как интересно вот эти вот ездят, которые свежую ягоду с Благовещенска возят на газельках. Останавливался же один. Но возле нас я его сняла тоже. Спасибо ему, что остановился. Представляешь, они же постоянно туда-сюда по этой дороге ездят. И бедные. Они бы уже скинулись, дорогу вы сделали. Я говорю, если Владимир Владимирович Путин не продал свою желтую Ладу, пусть выберет время прокатиться от Невера до Нюрки. Все, тут у всех сразу фитиль в жопе, они, блин, положат такой асфальт. Через 3 года сдохнет. Через 3 года сдохнет. Да? Как на Читу, блин. Где вот наш Мишка косолапый? По лесу идет, шишки собирает, песенки поет. Песенки поет? Песенки поет. У меня тоже песенки поет. А Лиза говорит, и в карман кладет. Ну вот она что, большая девочка, не соображает, что ли, как может у Мишки, где у него карман этот? А как он песенки поет? Как Лепс. Как Лепс. Не, он рычит так здорово. Ну да. Вот тут, где были, нет, красотиша. Бабочки. Красивые. Да, бабочки уже вон все заморали стекло. Да вон стекло только помыли, уже в пыли, блин, проехали. Ага. Очень красиво, очень красиво. Но там, где хорошая дорога. Прям снегопад из бабочек. Интересно, они только по дороге летят или в лесу тоже? А кто знает, почему некоторые бабочки как можно сказать, разбиваются об стекло желтеньким, другие красненьким. Это кровь или это питание, рацион у них такой, кто что жрал? Да, потому что вот есть желтенькая, а есть красненькая. Есть беленькая. Есть беленькая. Вообще, атас. Снегопад из бабочек. Тут реверсивное движение. Подождем. Смотри, бабочки прилетели и говорят, ну что ты не едешь, хотим самоубийца. Наконец-то Тында. Кстати, когда-то в 12-м году мы ездили на Байкал, и дорога была тоже вот такая же черная. Даже фотографии у нас есть. Новенькая. Бурятская кухня, мы приехали. Будем сейчас завтракать. Время 9:45. Менюшечка. Выпечка, напитки. Взяли сумчик себе и блузочки. Елена говорит, ой, ты где? 95, 58, 59. Уже
уже дешевле. Мы ждем кофе с кофе-аппарата. Кстати, кафешка, вот эта бурятская кухня. Мы там покушали. Подиспортилось. Да, подсдулись они. Ну, повар может говорить. Суп у них, ну, ты знаешь, скорее всего, не от повара, а от того, что мы ели вкуснее. Может быть, да. У нас в Якутске просто есть Амта. вкуснее Амта, кафе Амта. Там вообще безумно все вкусно. И по сравнению с ними здесь уже как-то вообще... Ну, и тут у них на поток. Здесь у них просто все на поток поставлено, очень много народу, все заезжают, и поэтому у них все заготовлено заранее. А наши готовят, допустим, мы пришли, заказ сделали, они лапшу сварили, бульон, конечно же, у них был. А здесь лапша уже, ну, чувствуется такая, разваливается, предварительно сваренная, остывшая. Бузы тоже заранее приготовленные. Может быть, не подогретые, но не прям не свежие. И в бузах мясо какое-то, непонятно какое. Я решила зайти в магазин, купить хлебушка. Пускай он лучше будет, если что, птицам скормлю. Но пускай будет. Потому что колбаска у меня есть. Макфа 79,81. Как у нас? Так, насчет консервов я не знаю, какие цены. Насчет пива тоже не знаю. А что еще? На что еще посмотреть? Здравствуйте. Наверное, такие же одинаковые цены, как везде. Молочка. Ох, у них тут всякая крутая. А красная это окунь, да? Красная это окунь, да? Навага. Ничего себе, такую рыбу-то я не видела никогда. Все, Тында, давай до свидания. Мы уезжаем в Забайкальский край. Время 10:22. Выезжаем. Река Тында. Хоп. Стадион какой-то там. Дорога должна быть. А, вот она. Просто ту сторону я не увижу, не сниму. Селфи, надо сидеть нормально. Селфи-палку надо. Тоже бортики мешают. Все, пока-пока. Открываем окошко. Это пока не до свидания. Только съехали с моста. Увидели автомойку. Ага, только съехали с моста и сразу же увидели автомойку, решили заехать спросить. У них по записи Антон говорит, да нам только морду отбить от бабочек. Они, да, давайте заезжайте, сейчас вам отобьем морду. Вот, сейчас брызгают там какой-то химией. Будем отбивать морду, потом скажу, сколько стоит. Достал свою химию. Потому что у мальчика какая-то брызгалка не очень хорошая. Долго брызгает. Шух-шух. Там у нас на радиаторе сетка. Получается, эта сетка вся залипла этими бабками. Ну, они, конечно, поотсохли многие, но все равно вот это вот их не... Кирки их остались. Ну все, мы двинулись в сторону Читы. За мойку заплатили 100 рублей. Отбивка с химией мордашки нашего Вильгельма. Вильгельма.
Невера 164 километра. Интересно, а кто знает, что это за вышка стоит на горе в Тынде? Для чего она? На кой? На кой? Вчера вот эти чуваки останавливались. Останавливались, когда у нас произошел конфуз. Ручей во льду. Никак не спустишься. Ну вот, мы доехали до развилки. Алиса? Маршрут Ерофей Павлович. Поехали. А мы что, Соловьевск уже проехали, что ли? Мы сейчас не заезжаем в Соловьевск. А, да? Какая прелесть. 155. А я все ждала, когда мы будем возле Соловьевска скакать. Нет, сейчас же объезжаем Соловьевск. Лево съезд был. Какую машину везут большую. Вот запаска-то, смотри какая. Вообще, вот фиг пробьешь. Давай поставим их. Сил не хватит раскрутить. Там маленькие машинки везут. Везет куда-то машинки. Очень аккуратно ходить в туалет в кусты. Потому что у нас страховка с 24 числа только от клеща. А сегодня всего лишь 23. Вот. А прививку мы в этот раз не поставили, потому что болели. Ну и как бы вообще до сих пор я еще болею. Машинка красивая стоит на втором этаже. Цвет очень красивый. Дорогу ремонтируют. В Амурской области, на Забайкальском крае. Волны латают. Посмотрим сейчас. Вот такие красивые виды открываются с высока. Это уже, наверное, Забайкалье там, да? Горы. Да. Красота. Много машин везут. Прям друг за другом все. Так как у нас машина праворульная, А я от этого отвык. у нас есть вот такая камера обгона. Удобно тебе в нее смотреть? Удобно. Ну, у нас дождик пошел. Сейчас мы в тучку заедем, и там, наверное, будет ливень. Антон сказал, нужно пыль с машины смыть. Пыль! Сдуть! Отсюда. Ерофей Павлович. Заправка. Шиномонтаж. Замена масла. Автомагазин. Теплый бокс. Северо-Западнефтепродукт. Там даже мини-маркет есть. Сигарет в продаже нет. По топливным картам не отпускаем. Блин, зашибись. 95-го нет. И там нет 95-го. 92-й будем заправляться? Окей. Заправились мы 39 литров по 55 рублей. 92-го бензина, 92-го. 95-го нет. Да, 95-го нет у них. Поэтому еще я хотел докупить жгуты для ремонта бескабельных шин. Конечно, не жмот, но за 240 рублей 4 штуки я покупать не буду. И, блин, они у нас по 80 рублей эти 4 штуки стоят. За
подешевле найти, да? Да-да-да. Хочешь, не хочешь. Кому надо купить. Красивое какое небо. Что-то дождик нас так и не удовлетворил. Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский край. ДЧТ 741. Звук убрать. Прошлой весной мы здесь, когда ехали, оно все было желто-серое. Тоже было красиво, да? Очень красота. Буквально 300 километров до Читы осталось. 280. А, до гостиницы 280. Антон спускает колесики, нагрелись они. На улице показывает 30 градусов. Жара. Ну так не скажешь, что 30 градусов. Воздух, Антон говорит, горячий из колеса выходит. Так не скажешь, что 30 градусов. Обдувает ветерочком. Хорошо, приятненько так. Вот до Читы осталось 100 километров примерно. И чем ближе к Чите, тем больше дымка. Сегодня воскресенье. Дорога, в принципе, тоже не загруженная. Да уже все домой вернулись. Оказывается, хорошо в выходные ездить. Не, ну трафик-то побольше, по-моему, Ну, побольше, чем вчера, да. Но все равно. В этот раз, видимо, все наше путешествие я буду телефон держать в руках. Потому что держатель неудобно использовать в машине с правым рулем. Заправку смотри. Нету заправки. У нас новый квест. У нас новый квест. Найди заправку. Не оставь. Не останься. Ну, что у нас четверть? Чуть больше четверти, нормально. Просто на последней заправке там было столько народу, что ну, нереально было стоять. Если бы мы там стояли, мы бы вообще неизвестно тогда, когда доехали. Машина впереди нас едет. Его груз сместился вправо. Аж выпуклая сторона правая, А левая впуклая. а левая впуклая. Так страшненько. Что поворот будет. Видно будет слева, что у него. Вон впуклая какая у него левая сторона. Пока стекло еще чистое. Красоту вам сниму. То мне написали в комментариях: снимайте, показывайте, пожалуйста, побольше дорогу, а не себя. Ну, будем дорогу показывать, себя не будем показывать. Надоели мы вам, видимо. До Читы осталось 50 с небольшим километров. Заехали в какую-то армянскую кафешку, взяли шашлык вкусненький, Но но
но мало. Ну, маленький. Ну, что-то я одну порцию взяла. Она малюсенькая оказалась. Бумажник положил. В прошлом году мы ехали в мае месяце. Эта дорога вся была в стадии ремонта. 50 километров мы, ну, написано 45, но мы засекли 50 километров. Мы ехали прям, Часа 3, наверное. ну, очень долго, да. Может, не 3, конечно, а может и 3, я не помню. Но мы еле-еле доехали до кафешки, легли спать. Уже заплатки. Что это? Новая дорога с заплатками? Чита налево, Иркутск прямо, Смоленко направо. Через 800 метров поверните направо, а затем поверните налево. Вот здесь находится гостиница. Гостиница «Амур». Мы в ней останавливались в прошлом году. Нам очень понравилось. А вон гостиница, которая строилась, смотри, Карифана. Ага. Она же тогда была закрыта, только строилась. Да? Ну, это Да. китайская, видимо. Там же вот эта китайская кухня, чифаня какая-то или чифанька там. Поверните направо. Она закрыта была а тогда. затем поверните налево. Ну вот, наверное, новая, значит, Мгм. чистенькая еще. Ну да, здесь гостиницы должны быть на трассе, потому что народ едет. Сейчас очень много народу едет в отпуск на Ну, машинах. посмотри, сколько машин. Кафе Чифань. До 11 часов она работает. Светофор. Наша вот. Валберис. Поверните направо. Подвод, Слушай, а затем точно? поверните налево. Убрали баннер этого кафешки-то. Короче, вот эта вот гостиница «Амур», а на первом этаже была кафешка Потерпите, мои китайская, хорошие. очень Еще 50 вкусная. метров. Вот она куда-то девалась. В прошлый раз забыла номер снять, и в этот раз опять забыла. Санузел такой. Душевая кабина. Мыльно-рыльные есть, фен есть, полотенца. Тут в шкафу одеяла запасные, халаты махровые, тапочки. Ну, кровать не буду показывать, там Антон лежит. Двухспальная хорошая кровать. Телевизор. Доброе утро. Затем поверните направо. Читинское утро. Мы отлично переночевали, поспали в гостинице «Амур». Сейчас выдвигаемся в сторону Улан-Удэ. А далее планируем до Иркутска. Так, вчера мы прошли, сколько ты сказал километров? 1184 ровно. Вчера мы прошли 1184 километра. Надо записать, пока не забыла. Кстати, в прошлом году мы в этой гостинице тоже останавливались. У нас был тот же самый номер. Ну, он там единственный, я так поняла, комфорт. Остальные всякие разные. Номер в гостинице стоит 3 800. В прошлом году стоил 3 600. И место парковки 100 рублей для легкового автомобиля. Так, что еще я хотела сказать? И в прошлом году мы останавливались в этой гостинице. На первом этаже там была китайская кафешка.
Там была разная кухня, там даже и бузы были, и бухлер там был. Там все было настолько вкусно, что просто вот мы хотели вернуться в эту кафешку. В результате мы приехали, там совершенно другое, она, правда, закрыта уже была, и баннера этого вывески нет возле гостиницы. Куда-то китайцы съехали, видимо, невыгодно им было, потому что мы в том году что-то по цене вообще там совсем недорого покушали, и мы всего столько набрали, что мы даже, по-моему, не доели, да? У китайцев же порции огромные. Переезжаем через реку Читинку. Это Роснефть опять, что ли, шла? Мост. Сейчас нам нужно заправиться. Еще петухи орали классно. Ой, С да, 4 утра. Утром вообще классно. Окошко открыто было, петухи прямо, как в деревне. А мне интересно, дальнобойщики, они могут заправляться на любой заправке или... С кем договора заключают? А, у них тоже договора, да? Понятно все. Роснефть 95, 55, 65. Капец. Ну, нам постоять придется. Придется, постоим. Что делать-то? Это потому что последний. Здесь. Вот почти 20 минут мы простояли на заправке. Но стояли не потому, что была очередь, а потому, что у них была пересменка. Сейчас заправимся и поедем вот туда. Погода сегодня хорошая. На улице ясно, наверное, днем будет опять жарко. Хорошо, что в машинах есть кондиционер. Спасибо этому человеку, который придумал кондиционер, я всегда благодарю. И влажные салфетки. Это вообще... Так. Энергетики мои любимые. Того нету. Тут что? Да. Ты будешь? Всякие семки, шоколадки, сухарики. Пока стекло чистое, надо поснимать. Очень красиво летом ехать. Да. Палитра красок совсем, конечно, другая. Да и воздух. Воздух, да. Даже где мы вчера? В Чите. Нет, еще где-то перед Читой, по-моему. А где мы остановились? Перед Читой там где-то. Кушать когда ходили в Тынде. В Тынде первый запах. Первый запах, да, в Тынде. Как будто на море. Почему-то у нас в Якутске так не пахнет. воздух. Влажность. Другая из-за влажность. У нас сухо. Я охреневаю во Вьетнаме, блин, 40 градусов жары и 100% влажность. Как там вообще жить, блин? Наверное, дышать невозможно. Ингаляция. Просили снимать дорогу. Снимаем. Антон кушать хочет. Время уже почти 9 часов. Он привык завтракать. Я ему предлагаю колбаску, он говорит, колбаска уже поперек горла стоит. Кашку хочет. Не хочешь кашку? Мясо. Мясо. В кафешку мы сейчас зайдем, посмотрим. Белый слон называется. Рис, макароны, печень, котлетки, плов. Все, да? Макароны с печенью, котлетку.
Взяла зеленый чай и кашку манную. Прям такая красивая, воздушная. 500 рублей за все заплатили. Покушали мы в этой кафешке, позавтракали. Мне было очень вкусно. Кашка манная, прямо бомба. Правда, большая слишком порция, я не доела. Антон, тебе вкусно было? Да, было вкусно. Я покушал специально маленько. Самое главное правило перед Бурятией — не наедайтесь. Потому что только заехали в республику Бурятия, все, начнутся вот эти бузы, бухлеры, а тут пах, и у вас место после макароны, котлеты все мешают. Что делать? Ну и все, вы решитесь этого гастрономического оргазма. Коровушки, ага, на заправку пришли. Вот тушенка, блин. Ой, ее не доили сегодня. Хочешь молочка? Нет. Красивые виды такие открываются на каждом километре нашего путешествия. Какая-то речка. Дорожные работы, что ли, идут? Что встали? Художники дорожные ездят. Волна от повода нарисовать, а дорога хуйная. Так и есть, мужик. Монитор видно, что творится на встречной полосе. Хилок, улеты, Чита. Очень красиво. В ту сторону Улан-Удэ и Иркутск. Зачем они вдоль дороги траву косят? Спасибо. Непонятно, кому она мешает, эта трава. Тоже который раз встречаем этих сенокосчиков по обочине. Домики так все аккуратненько, ровненько стоят в линеечку. А в Бурятии дождик идет, говорят. В Улан-Удэ по прогнозам дождик. Его отсюда видно. Освежимся. Антон говорит, зато на мойках народу не будет. Машину помоем. Сломаем мозги всей Бурятии. Кто в дождь машину моет? Ну, у нас же видно, что у нас там эти бабочки присохшие уже. Дождик идет. Мелкий, но много. Теперь мухи остановились и пожирают этих разбитых бабочек. Ужас. Пока пообедали, дождик закончился, на улице сухо и ясно. Мы покушали, съели 2 салата, лагман, 9 бус очень вкусных. И обошлось нам это все 900 рублей.
Прям вкусненько было. Но долго. Бузы прям ждали, пока приготовятся. Ну, это наоборот хорошо. По крайней Они мере, горячие их готовят. свежие. Тебе холодные надо, чтобы Нет, чуть-чуть прохладнее. Едем дальше. Там около 200 километров осталось до Улан-Удэ. 190. Около 200, то А, я есть думал, 190. 300 ты сказал. Я думала, 190 и 200 это вообще, да? Так что едем. Такая картинка красивая. Камничка. Что у меня какая-то маленькая бочка это получится. Ой-ой-ой-ой-ой. Как страшно. Ты ходила? Нет, мне не довелось. Но я очень Коробушки. любознательная. Ходите ли вы на концерты рок-групп? Не, я не люблю рок. Антон с Алисой разговаривает. Я с ним не разговариваю, он решил с Алисой поговорить. Антон продолжает общаться с Алисой. Я не знаю, как это сделать. Извините. Так что ты там про мою колонку Маруся ты говорила? Алиса? Что ты там про мою колонку Маруся говорила? У вас есть колонка, Маруся? Вы часто с ней играете? Ну как играю? Больше жена с ней играет. А в какие игры она любит играть? Капец, блин. Что с вами? Вы так расстроились? Да не переживай, нормально все. Я тоже так думаю. А вы часто фотографируете своих кошечек? Нет. Каких кошечек? А почему? У вас нет для этого подходящей техники? А кто такие кошечки или что такие кошечки? Не надо, Алиса. Мне фотографию кошки загружает. Дура. Сука. Кошмар. Веселая у тебя Алиса. Ну какая-то гиперактивная сегодня. Алиса. Ну что, давай расскажи мне что-нибудь. Анекдот мне расскажи. Могу про Чебурашку и крокодила Гену. Ну давай. Чебурашка и крокодил Гена были очень дружны. И вот наступил такой день, когда они не стали друг другу подчиняться. Что будем делать? А где смеяться-то? Я же анекдот просил. Может, еще про Вовочку хотите? Давай про Вовочку. Иногда в кинотеатре хочется пошевелить мышкой, чтобы узнать, сколько до конца фильма осталось. Ты мне анекдот про Вовочку расскажи. Если посмотреть фильм «Годзилла» в обратной перемотке, то можно увидеть, как она отстраивает Токио и лунной походкой уходит в океан. Похоже, что она Вовочку включила. Ты Вовочку включила? А это ваш любимый мультфильм? Ты мне анекдот расскажи. Техническое образование – это когда ты легко открываешь бутылку пива штангенциркулем. Кажется, в грозу едем. Там молнии сверкают, солнышко не светит, и зелень стала совершенно другого цвета. Какого-то салатного, что ли. И началось. Да вон спина. Да, заходит. Видишь? Видишь? Ты уже по-бурятски Вот. шпаришь. Наша любимая
Деревушка. Она не одна такая. Где везде рыженькие домики. Рыженькие, зелененькие. Распродажа половой краски была. Причем это же уже много лет один и тот же цвет. Они видно, что подкрашивают, освежают. Так уютненько здесь. Дорога только близко. Здесь мы мед всегда покупали. Но вот все-таки амурский мед почему-то вкуснее, мне кажется. Вот она, Селенга. Сверху ее тоже видно. Люди поднимаются туда наверх с высоты посмотреть. Я не хочу. Вон, смотри. Хотя можно было бы, конечно, размяться. Очень красивые виды здесь. Сколько ездим, столько и восхищаемся. Каждый раз, как в первый раз. Да? Ты ездила бы здесь каждый день, надоели бы. Ну да. Ничего такого не получалось. Ну да, наверное. Раз в год здесь проезжаем. И зимой, и летом одинаково красиво. Ну, вроде большая река и не судоходная, да? Ну, она, наверное, мелкая, может быть. Скорее всего, даже каменистая какая-нибудь. Как-то она, по-моему, переводится железная, что ли. Металлическая или железная. О, рыбачат ребятишки. Интересно, какая там рыба есть? Руся бы закачаю. Да Маруся такая же. Ну, пусть подерутся. Тупорыленькая. А еще все хвалят, Алиса умная, учится. Я с ней болтаю, блин, уже сколько лет, блин, она вообще тормоз. Почему она не учится? Так ты ее на курсы отправь. Ага, кройки и шитья. Кройки шитья не надо. Риторики. Я в первый класс. Что это за дерево? Почему оно белое? Это пух. Ой, ничего себе. Точно. Обалдеть. Я первый раз такое вижу. Да? Какая-то прям красивая деревушка. Вся в деревьях. И вот тоже все вокруг дороги, в глубине ничего нету. Все вот. Вокруг. Вдоль. Вдоль дороги. Вот опять мед продают. Картошка, мед. О, мед такой красивый. Ягода какая-то, голубика что ли. Может быть. Черника какая-нибудь. Молочко продают. Молочко можно взять. Булечка себе. И куда ты эту молочку? Холодильник. Зачем? Просто пусть будет. Пусть будет. Лишь бы взять. Блин, я Это была Саратовка. Олени здесь встречают. не так они разговаривают. Но отвернулись друг от друга. Красавчики. Мост через Селенгу. Иволгинский район. Мы опять в свою любимую кафешку приехали. Гастрономический тут. Блин. Пойдем посмотрим, что там. Может, вдруг что-то изменилось. Вот из-за этого сюда ехали. Да? Да. Это с потрохами. Тоже потроха. Жареные. Что это там? Суп с пельменями? И лапшой. И лапша. Суп с пельменями и лапшой нет. Это я сюда и туда. Народ купается. Балдеют. Везде. Тут санаторий. Горячий открытый бассейн с грилем в любой мороз. База, видимо, какая-то. Симпатичные домики.
ГИБДД тоже ремонт дороги идет. Сейчас мы будем так ехать потихонечку. Время перевелось у нас на час назад. И скорее всего Байкал мы увидим. Уже не увидим, наверное, потому что будет темно. Вот такое плотное движение тут. Такая неплохая дорога. Сейчас только скажу и все. Опять какой-нибудь ремонт будет. Вот знаки стоят. Нет. Там молнии сверкают опять. Это, видимо, та туча. Та гроза. Грозовой фронт, который мы днем видели. Пришел На Байкал туда. уходил, воды взял и сейчас опять идет. Ага, заправился и пошел поливать огороды. В прошлом году ехали как раз мы в сторону Якутска. После бабушкина делали вот этот кусок дороги. Очень медленно ехали. Сейчас вот красоту навели. Вот мы уже видим Байкал. Конечно, но все же вот он, Байкалушка. Сейчас еще один поворот будет. Такие цветы огромные, пушистые, белые. Что тут в солнечную погоду творится. Там, наверное, клещи сидят. Да, и ждут тебя. Что-то. А вот почему ты, меня-то? Потому что ты зайдешь, это как с ксивой, так у меня страховка не то, опять не наша. Пойду туда. Куда ты едешь? Тут останавливаться нельзя. Нельзя. Вот там на вершине горы еще солнышко светит, такое впечатление. Снег светится. Слушай, ну дорога по сравнению с прошлым годом намного лучше. Да. Так они сколько участков делали. Земляк впереди едет. Надо же, такое солнце яркое. Время 9 часов вечера. Я представляю, как там сейчас красиво над Байкалом. Пейзажи такие. Туман прям стелется по Байкалу. Слюдянка светится. Слюдянка — это железнодорожное развитие. Ну, поселок же Слюдянка. Люди не верили, что впереди камера на 40. Крайснефть будем заправляться. 95-м или 100-м? Технический период. Нашли таки бесплатную подкачку шин, чтобы не не доставать свою подкачку. Взгляните. Гостиничный комплекс Байкальский рай. Мы в прошлом году здесь отдыхали. Решили в этом году тоже здесь отдохнуть. Вон народ сидит на веранде, балдеет. Вот в домике в отдельном.
Так, чайник есть, холодильник, телевизор, диван, водичка. В прошлый раз водички не было. Вау! И в прошлый раз мы были в том корпусе, а вон там Байкал, его не видно. И дорога. Ой, сейчас посмотрю. Что тут? Чистенько. Постелька белая.